Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24, в студии Александр Филатенко. В республике на протяжении 5 недель продолжается значительный прирост заболеваемости COVID-19. Напомним, что 17 июля главным государственным врачом республики Людмилой Собчак подписано постановление за номером 23, в котором прописан список всех профессий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Обязательную вакцинацию должны пройти работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальной сферы, культуры, досуга, спорта, работники оздоровительных лагерей, общественного транспорта. Прививку должны получить также граждане, работающие в торговле, общепите, производственных цехах пищевой продукции, сотрудники турбаз, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, многофункциональных центров, почтовых отделений, клиентских подразделений финорганизаций, а также центров сотовой связи, работники жилищно-коммунального хозяйства, сфер энергетики, студенты и люди старше 65 лет. Ситуация с коронавирусом серьезная. Медики республики вновь, как и в прошлом году, бьются за каждую жизнь. Нам бы всем миром сказать им спасибо. Но многие жители просто игнорируют карантин, подвергая себя и окружающих опасности. А врачам добавляется работы. В красной зоне сегодня побывала и наша съемочная группа. О том, как не просто работать медикам, рассказывает Алденкыз Буян. Новый инфекционный госпиталь на базе лицея номер 16 работает только 5-й день. Несмотря на это, общий коечный фонд заполнен больше, чем наполовину. Поступающие сюда пациенты с 25% поражением легких. У нас медсестры работают по 8 часов смена и только потом уже выходят. А поступают в основном в каком состоянии? В наши условия мы принимаем пациентов только со средней степенью тяжести, с поражением не более 25%. Больше всего из каких районов поступают? В основном это городские жители, близлежащих районов. У всех пациентов одинаковая история. Высокая температура и сильная слабость. Думали, обычная простуда. А когда вы вообще заболели? Я даже сам не знаю, как заболел, где я подхватил, даже сам не знаю. А вы привиты? Нет, Не прививались, не прививался. Все как-то откладывал. Как мы видим, основная часть больных коронавирусной инфекцией – это непривитые граждане. Среди пациентов есть и те, кто поставил первый компонент вакцины, а второй пропустил из-за медотвода или же попросту забыл. А прививка на сегодня – один из самых надежных методов профилактики. Любая вакцинация именно против новой коронавирусной инфекции проводится в 2 этапа. То есть это первый компонент и второй компонент через 21 дней. Для этого нужно для того, чтобы для полного формирования иммунитета, именно 2 компонента надо. Но если человек прошел только первый компонент, а второй не прошел, это говорит о том, что у него иммунитет не сформировался, и он уязвим к заражению именно новой коронавирусной инфекции и уязвим к данному заболеванию. А для того, чтобы себя обезопасить и получить полный иммунитет, нужно пройти именно 2 компонента, и первый, и второй компонент. Но, к сожалению, у нас первый компонент люди активно прививаются, а на второй компонент желают нам лучшего. Поэтому пациентка женского отделения о своих симптомах рассказывает так же, как и все другие. Температура была невысокой, думала, что обычная простуда. После появилась слабость, и термометр стал показывать очень высокую температуру. Однако женщине пока прививка была противопоказана, как кормящей матери. Вы же все-таки контактировали с ребенком, правильно? Вот с ним все хорошо? Чуть-чуть температура 37 была. Педиатр, наверное, сегодня пришел. Не знаю. То есть вы еще не пока не в курсе, да? Да, я не знаю. Я раньше звонила, потом я когда на КТ была, врач приходил, когда нас дома не было. Мы с ребенком были на этом, в очереди стояли. Тогда она приходила, потом я заново
заявку сделала, чтобы посетили нас. И сейчас вы в ожидании, в режиме ожидания. Да, ну, папа еще не Муж, звонил. получается, тоже в зоне риска. Да? Да, ну он привитый. Риск того, что малыш может также заболеть, очень высок. Пока отец с ребенком ждут врача дома, съемочная группа выехала в республиканскую детскую больницу, чтобы узнать, как много ребятишек сегодня находится в стационаре с подтвержденным анализом ковида. В республиканской больнице развернуто 60 коек для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня на 60 койках у нас лежат 64 ребенка, в том числе в реанимации. В реанимационном отделении у нас дети лежат очень тяжелые. Хочу отметить, что течение коронавирусной инфекции в эту волну у детей проходит очень тяжело. Болеют дети и подростки, и дети до года болеют, раннего грудного возраста болеют. В основном, конечно, источником инфицирования для этих детей являются взрослые родители. В реанимационном отделении республиканской детской больницы также есть особая красная зона, где сегодня лежат двое подростков 17 лет. Один из них чувствует себя уже лучше. Сейчас себя хорошо чувствую. А что врачи говорят? Что я иду на поправку. А второй юноша находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Крайне тяжелые за счет новой коронавирусной инфекции, да, и осложнения. Осложнения – это пневмония двусторонняя, вирусно-бактериальная. Третья волна коронавирусной инфекции тяжелее, штаммы агрессивнее, а восстановительный период проходит долго. По предварительным данным, есть летальные случаи и среди детей. Вакцинация на сегодняшний день – лучшее решение, чтобы обезопасить себя и своих близких. Берегите друг друга, соблюдайте карантинные меры, ведь врачам приходится очень сложно. Алдынкыз Буян, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, Тува 24. Тот же труднодоступный район республики, куда можно попасть только на спецтехнике или по воздуху. Это осложняет не только жизнь населения, но и препятствует развитию района. Данную проблему должен решить современный мост, строительство которого подрядчики постараются завершить к концу этого года. В Рио главы Тувы побывал на строительстве будущего моста, рассказывает Даян Дансюрюн. В современный век цифровых коммуникаций такая вещь, как дорожные коммуникации, остается основным компонентом развития цивилизации в отдельных населенных пунктах. Здесь тот же об этом знает не понаслышке. И силами федерального уровня, так и регионального здесь строят новый мост. В народе говорят, кто Тоджу не видел, тот и в Туве не был. Побывать на красивейших озерах Тоджинского Кажуна мечтают не только приезжие гости, многие местные там не бывали. Этот район в сознании населения Тувы всегда был труднодоступным. Если еще 10 лет назад ходили теплоходы, то сейчас есть лишь долгая дорога, а после уже на выбор утомительная паромная переправа, вброд на спецтехнике или, если повезет, по воздуху на вертолете. Скоро через Енисей перекинется мост. Его очень ждут жители Кажуна, ведь весной и осенью, когда идет по воде шуга, с риском для жизни люди переправляются с одного берега на другой на лодках. Прежде всего мы знаем, Тоджинский район – это труднодоступный район всегда. Я думаю, в ближайшее время вот это определение, да, труднодоступности, я думаю, уйдет в прошлое. А в этом году все-таки подрядная организация, которая строит мост, намерены сдать. Я думаю, это большое облегчение для всех жителей Тоджинского района. Мост строится по современным стандартам. Стоимость всего проекта составляет 366 миллионов рублей. Мост длиной 274 метра будет состоять из 1000 кубометров бетона, 540 тонн металла. Металл завозят с заводов Тюмени и Назарова. Всего у моста 3 пролета, которые по проекту будут расположены на уже возведенных 2 русловых опорах и 2 береговых. Первый пролет уже готовят к установке. Давление. Мост рассчитан под современные нагрузки. Я так думаю, что здесь даже колонну гусеничной техники выдержат. Развитие туризма на тот же не стоит под сомнением. Однако на территории Кажуна также функционируют производственные предприятия, реализующие местные природные ресурсы. Только в селе Торохем работает рыбный цех, способный производить до 400 килограммов копченой рыбы в день. Выше в горах живут тувинцы-тоджинцы, занимающиеся оленеводством. Эту отрасль тоже нужно поднимать, поэтому транспортная доступность нужна всем. В 2015 году, когда мы начали строить малые мосты в малых реках,
у нас уже появился план о возможности строительства моста на данной территории. И, соответственно, конечно, реализация этого моста начали уже 2017 года. Строительство дорожного моста современного типа позволит Туве начать всестороннее развитие Тоджинского кажуна. А желание жителей и гостей республики посетить эти места станет вполне реальным. Главное – соблюсти экологический баланс, чтобы Тоджа, как и прежде, осталась жемчужиной Тувы, при этом получив новое экономическое развитие. Даян Дансурюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксерен, Тува-24. Владислав Хавалык уже завтра продолжит инспектировать районы Тувы. Чиновники должны выйти из кабинетов. Такой посыл у руководителя. В Кызылском районе Хавалык будет решать вопрос о реконструкции автомобильной дороги в местечке Чаргы-Баары протяженностью 500 метров. Побывает на Коктей, чтобы очертить круг поручений по реконструкции мостовой переправы через реку Малый Енисей. Всего в плане 12 острых вопросов, требующих неотложного решения. Школа села Нары Арзенского района теперь обеспечена высокоскоростным интернетом. В Туве продолжается реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Какие социально значимые объекты республики в этом году планируют подключить к сети интернет, расскажет Айра Сад. Свыше 400 социально значимых объектов республики предусмотрено обеспечить высокоскоростным интернетом. Напомним, что все это в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». За 2019 и 2020 год с общей протяженностью 720 километров волоконно-оптические линии связи проложены в 139 населенных пунктах республики. На сегодняшний день к интернету подключены 81 объект, в том числе 20 ФАПов. В целом также работа будет продолжена в Тоджинском кажуне, в Кахемском. 193 социально значимых объекта в этом году планируют подключить к сети интернет, в том числе до 11 крайне удаленных точек. Доступ ко всемирной паутине будет обеспечен с использованием спутниковых технологий. Сегодняшнее обучение невозможно представить без современных средств. Так, в первой половине июля в школу села Нарын Ирзинского района доведены волоконно-оптические линии связи. Правительством Республики Тува большое внимание уделяется именно под подключение к интернету. В первую очередь труднодоступных населенных пунктов. В село Наран мы наконец-то эту работу завершили. К интернету подключили школу, общеобразовательную школу, также администрация. И таким образом в данных населенных пунктах у нас появляется возможность использования современных информационных технологий. Сегодня свыше 80 объектов Тувы уже получили доступ к сети интернет. Это сельские администрации, школы, ФАПы, библиотеки и даже одна пожарная часть. В Туве ежедневно идет работа по строительству волоконно-оптических линий связи. На завершающей стадии работа по подключению к интернету отдаленного села Тоолайлы Мөңгүн-Тагинского района. Айра Сад, Владимир Сюртук, Мирэнергит, Тува-24. В Туве реализуются общественные проекты мирового значения, а работают над ними настоящие профессионалы. В этом воочию убедились представители фонда президентских грантов, которые сейчас работают в Туве. Сегодня они ознакомились с ходом реализации ряда проектов, которые получили поддержку фонда, рассказывает наш корреспондент. Первая встреча московских экспертов и участников конкурса президентских грантов прошла сегодня на базе Национального архива. В тесном содружестве Союз журналистов Тувы и архив реализуют два проекта победителя конкурса. Архив уже реализовал свой замысел. Передвижная выставка к столетию ТНР о фактах, событиях и людях уже колесит по всей республике. Да, это наш первый опыт, и он у нас был поддержан, и мы очень рады этому, но у нас уже назревает уже следующий проект. Это проект по оцифровке архивных документов. Наш архив очень богат, он очень уникальный, и в котором хранятся документы с 1715 года на старомонгольской письменности. К сожалению, сейчас у нас произведен перевод только около 10% от всего объема старомонгольского фонда. И необходима оцифровка и перевод дальнейший. Перевод со старомонгольского на русский и тувинский языки и материалов первых тувинских газет, журналистский проект с международной географией. Пандемия внесла коррективы в сроки реализации первого подобного проекта, но размах и значимость уже проведенной работы впечатляют. Здесь обратите внимание, что ни одного знака препинания, то есть ни одной заглавной буквы.
Яна Наиловна все эти тексты переводила на тувинский язык. А Карина Караулова уже с тувинского на русский. И вот это огромный труд. Посмотрите, насколько он сложный и кропотливый, потому что сейчас, когда читаешь эти переводы, то есть какие-то слова даже не удалось перевести. Вы уже видели, да, те газеты, которые выпускались, первые тувинские газеты на старомонгольском языке. В республике где-то 3-4 человека, не больше, которые умеют читать на старомонгольском языке. И то, что сделал Союз журналистов Тувы по проекту, поддержанному фондом президентских грантов, мы перевели эти газеты со старомонгольского на тувинский и с тувинского на русский. И теперь вся эта информация будет доступна широкому кругу читателей, и тувинскому, и мировому сообществу. Представители фонда президентских грантов Мария Кайгородова и Степанида Есков в Туве впервые. Одно дело читать в Москве официальный отчет, совсем другое – увидеть все своими глазами, говорят они. Стараемся максимально охватить в разных муниципальных образованиях, не только в Кызыле, поедем в разные районы. Поэтому знакомство, осмотр того, что приобретено за счет средств грантов, ну и, конечно, понимание. Очень хочется того, как это происходит на земле, потому что всю деятельность мы видим только из отчетов и со слов грантополучателей, а на земле это совершенно другое, и от этого получаешь удовольствие. И сейчас же вот в этом году впервые реализуется региональный конкурс. Он вот вчера, по-моему, как раз закончился у вас по приему заявок, где совместное финансирование из местного бюджета и из фонда президентских грантов, что, безусловно, увеличит количество получателей грантовой поддержки и, надеемся, активизирует в принципе деятельность некоммерческих организаций, потому что, ну вот, как нам сегодня рассказали, некоммерческих организаций достаточно много, но еще не все из них достаточно активны. В планах Союза журналистов продолжение работы обмен делегациями между Кызылом и Улан-Батором. Но возможно это только после улучшения ситуации и открытия границ. Много непростой, но интересной работы и у представителей фонда президентских грантов. До 23 июля они намерены ознакомиться с ходом реализации большинства проектов, ставших победителями конкурса. Эксперты отмечают, что заявки тувинских общественных организаций выросли качественно и количественно. Только за последние 2 года поддержку президентского фонда получили 17 республиканских проектов. Мадар Сандан, Артыш Бартан, Мирана Иргит, Тува-24. В Кызыле 52-летний мужчина на протяжении длительного времени занимался поборами садового мастера, инвалида по слуху. В конце концов, чаша терпения обувщика переполнилась, и, поняв, что вымогатель от него не отстанет, мужчина обратился за помощью в полицию. Чем закончилось дело, знает Сайгын Бирбю. В этом деле о вымогательстве примечательно то, что и потерпевший, и обвиняемый коллеги по цеху. И тот, и другой инвалиды, но это не стало помехой криминалу. Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Тыва установили, что ранее судимый за тяжкое преступление злоумышленник под предлогом покровительства неоднократно требовал от своего знакомого денежные средства. Как стало известно, подозреваемый владеет обувной мастерской, а потерпевший работает мастером по ремонту обуви по найму у другого индивидуального предпринимателя. В ходе спецоперации уголовного розыска регионального МВД при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» подозреваемый был задержан с поличным при получении от потерпевшего требуемых 7 тысяч рублей. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Денежные средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. В настоящее время в интересах следствия от фигуранта уголовного дела помещен в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Сайгын Бирбю, Артыш Бартан, Кузел Сарысарен, Тува-24. И в конце выпуска информация об эпидобстановке. На 21 июля в Туве зарегистрировано 188 новых случаев заболевания COVID-19. В столице 68 новых случаев. Среди заболевших 127 человек среднего возраста, 32 дети до 17 лет, 29 человек пенсионного возраста.
У меня на этом все. Следите за нашими новостями в группах телеканала ТУВА-24, в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Берегите себя и своих близких. И помните, что вакцинация спасет вас от смертельной болезни. С вами был Александр Филатенко. Всего вам доброго.